Ассаламу алейкум, дорогие телезрители! В эфире информационно-аналитическая программа «Неделя», в студии Ислам Ершов. И в начале выпуска коротко о главном. Главе Чеченской Республики вручили погоны генерал-лейтенанта Росгвардии. Торжественная церемония прошла в Грозном. Звание получить – это большая ответственность. Для меня это приятно и волнительно. Чеченская Республика во власти строительного бума. Сколько нового жилья возведут в этом году? В основном стеклянных алюминиевого каркаса. Ифтар путника. В месяц Рамадан по всей республике волонтеры помогают разговеться тем, кто в дороге. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал муфти Салах Хаджи Межиев. ناخنا شانيس ورخلة حالة هم بالقلدر خلة حالة خلدول القرآن دريزة شهر رمضان بتشو عدوسين خلدول يرى شهر رمضان بوت دالة إنواش أحش بايتين بو الله رمضان بوتشون معنا سمعنا إنواش أحر بو معنا دو الله سن بايم عليه الصلاة والسلام شهر رمضان بوت حبول لشخينها قد أظلكم شهر مبارك عظيم مبوق بوت تبيشون ما bez buhti biyashun Allah elshn alayhi salatu wasalam shanits ma khoch dikum dielash dikum da but bushuner oy ma Allah katuh olaq way dikchumnah katuh ole mella katuh yesh but buyer bosh ma'na gah mella dikum dielash sikhu yelash Allah elshn alayhi salatu wasalam taqdel gergershnah bo yer shahr ramadan but habol belchi olsh khalasar shammiru shaykuk halkarsh diye tabog bolish olsak kishik shifosh halkarsh boq شمروا شفاش حالكرش بيه فإن ضيفكم عجول شحاش أو سيخوشن دخير واتشن عورشن شحاش سيخويلش كتولش بو мяндусен. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего и совершением вирда. Главе Чеченской Республики Рамзану Хаджи Кадырову официально вручили погоны генерал-лейтенанта. В торжественной церемонии принял участие командующий Северокавказским округом войск Национальной гвардии Сергей Захаров. Звание получить – это большая ответственность. Для меня это приятно и волнительно, потому что надо сделать многое. В частности, мы видим на Украине, там вся НАТО, там все Запад, Европа, там все их наемники. Сегодня наши ребята показывают, насколько они готовы для того, чтобы уничтожить эту нечисть. Почетное звание генерал-лейтенанта также присвоено первому заместителю командующего Северокавказским округом войск Росгвардии Алибеку Делимханову, а вице-премьер правительства Абдулкерим Идилов награжден короткоствольным оружием-пистолетом ГЛОК-17 за особые достижения в области обеспечения правопорядка. Чеченскую республику посетила делегация предпринимателей из Ирана. Вместе с членами правительства региона они обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и развития экономических отношений. Также для гостей провели экскурсию по ведущим предприятиям субъекта. Репортаж Абдуллаха Батаева. Делегацию из Ирана встречают как дорогих гостей. Прямо у трапа самолета бизнесмены и представители власти из Тегерана намерены изучить экономический потенциал республики. Поэтому впереди насыщенная программа. Мы хотим рассматривать, как можно повысить товарооборот между Иран и Россией, да. Мы знаем, что здесь есть большие возможности Республики Чечня. Приехали, чтобы своими глазами увидеть, посмотреть. В делегацию вошли представители крупнейших компаний Ирана, занимающихся производством продукции для разных отраслей. Вопросы развития сотрудничества обсудили в Министерстве экономического, территориального развития и торговли. Сотрудничество с Ираном было приоритетным еще до санкций. После того, как такая железная санкционная политика обрушилась на Российскую Федерацию, конечно, сотрудничество с такой страной, как Исламская Республика Иран, для нас очень важна с точки зрения 40-летнего опыта санкций этой страны, и с точки зрения того, как они переходили на собственную экономику, да, то есть
уходя от тех прибылей, которые приносила им добыча нефти. Сегодня, вот как вы могли быть свидетелями, представители бизнеса Республики Иран изъявляли интерес по производству, рассмотрению возможности производства на территории особой экономической зоны бытовой техники. На первом этапе это рассматривается в качестве сборки, не локализация, но и тем не менее уже видна заинтересованность не только представителей иранской стороны, но и ряда других иностранных представителей бизнеса, которые непосредственно обращаются в министерство и консультируются по поводу возможности размещения в рамках особой экономической зоны. Гостям показали несколько крупных предприятий. Первое из них – Чириюртовский цементный завод. Его по праву можно назвать локомотивом строительной отрасли в регионе. На этом заводе производится 80% всего цемента, используемого в республике. Только за прошлый год больше 650 тысяч тонн. Для гостей провели большую экскурсию по всей территории и рассказали о технологиях производства. Заодно обсудили вопросы сотрудничества. нигахдори дاشته башем. Я слышал, что это завод построен в 1970 году, и я смотрю, что он в хорошем состоянии. هم در تأمین کلینکرشون کمک داشته باشیم باهاشون. Мы можем помочь по поводу поставки клинкер. هم در خصوص راهبری خود کوراهاشون بهشون کمک داشته باشیم. И поможем по поводу наладить печки. Завод «Чечен-Авто» – один из крупнейших промышленных объектов не только в регионе, но и на всем Северном Кавказе. В год с его конвейеров сходит 5000 автомобилей. И хотя работа здесь временно приостановлена, гости смогли оценить технологию сборки машин. Можно совместные предприятия Иран-Россия сделать, и будут дизайн сделать, и будут производство запчасти, регистрация будет стандарты России. А еще гостям показали Ахматюртовский молочный комбинат. Предприятие производит 50 тонн продукции в сутки, которая сразу поставляется на прилавки местных магазинов и рынков. Представители Ирана готовы к сотрудничеству с заводом. Объем вашего молокового региона показывает, что есть возможность и потенциал развивать продукты на другие регионы тоже. Мы готовы обсудить возможность сотрудничества и инвестировать. Экономика Чеченской Республики одна из самых быстро растущих в стране. В регионе несколько особых экономических зон. Перед инвесторами открыты большие возможности, воспользоваться которыми представители Ирана намерены уже в самое ближайшее время. Абдулла Батаев, Имран Абазаев и Аслан Исхаев. Неделя. Несмотря на все санкции и экономическую ситуацию в мире, Грозный продолжает строиться. Кажется, что уже никто не удивляется и высотным зданиям, которых больше день ото дня. Вместе с тем стремительно меняется и облик целого города. Наша съемочная группа побывала на крупных стройплощадках столицы. О них наш следующий репортаж. Это современное и необычное по своей архитектуре здание скоро станет новым украшением и без того прекрасного города Грозного. Строительство многофункционального комплекса «Минутка» идет быстрыми темпами. Сейчас здесь ведется внутренняя отделка и проводятся инженерные сети. В данный момент канализация, линейка, установки, электричество, пожарная система. Качественный яш, монолитик, шадалом, четко. Комплекс расположился сразу на двух сторонах проспекта имени Ахмата Хаджи Кадырова и станет воротами в центр города. Два разновысотных корпуса соединяет величественная арка. Сборка ее металлоконструкций почти выполнена. Для безопасности галерея Многофункциональный жилой комплекс с похожим архитектурным стилем «Триумф» возводится и на пересечении улиц Шерипова и Краснофлотская. Здесь ведутся подготовительные работы для начала строительства. Здесь задействовано около 20 единиц спецтехники на месте работающих, вывозящих грунт, завозящих по планировке, около 20 единиц. И еще бур находится на той стороне, бур для сваи. 800 сваи, что она
на глубину до 20 метров сваи для берегоукрепления. Да, А это уже строительство комплекса жилых зданий с подземным паркингом по улице Митаева. Он будет состоять из 3 зданий с 29 этажами и подвальными помещениями. 2 дома находятся на стадии строительства 1-го этажа, а 3-й цокольного. Жилой комплекс расположился в самом центре города. Рядом центральная мечеть, семейная клиника Аймед и главный корпус ГГНТУ. В основном стеклянных алюминиевого каркаса, уже стеклянных. Члавая перегородка из газоблока, из кирпичей, отделка шаровой. Современный жилой комплекс – это целая система зданий, учреждений и построек, основная задача которых состоит в грамотной организации комфортного жилого пространства. Таких построений в современном Грозном появляется все больше. Буквально за 2 десятилетия столица Чеченской Республики изменилась до неузнаваемости. Сейчас Грозный – один из самых красивых и процветающих городов страны. Инфраструктура здесь развивается, а с ней и условия жизни. Так, на сегодняшний день в столице возводится 33 комплекса, 105 домов и 1800 квартир. Абдулла Батаев, Моусар Даудов и Ислам Али Султанов. Неделя. В Чеченской Республике строится 95 мечетей. Каждая из них по-своему уникальна. Некоторые будут облицованы белым мрамором, другие украсят минареты высотой около 60 метров. Но главное, что все они станут центрами притяжения верующих. Вместе с возведением святынь благоустраиваются прилегающие территории. Строятся парки отдыха и спортивные площадки. Масштабы строительства и архитектуру оценил и наш корреспондент Мухаммад Жамалуллайло. Строительство белоснежной мечети на 3000 человек уже на стадии завершения бетонных работ. Совсем скоро начнется облицовка святыни. Хочу поблагодарить руководство республики Рамзана Ахматовича Кадырова за пристальное внимание к этому объекту, как и другим объектам республики. Также руководство нашего мечеть-строя. Объект обеспечен в полном комплекте с подъемными механизмами, строительными материалами. Бетонная смесь поступает строго по нашим заявкам. 4 минарета, каждый более 50 метров. Проект святыни включает также наземные и подземные комнаты омовения. Мечеть украшает 4 маленьких купола. Бетонные работы завершены, осталась облицовка. И один большой, который возвышается на 30 метров. Сейчас идет установка внешней опалубки. Мечеть возводится в едином архитектурном ансамбле многофункционального комплекса «Минутка», где также начали возводить высотные дома. Они будут включать в себя более 160 жилых квартир, парковку на 100 мест, а еще здесь построят парки отдыха и спортивные площадки. Ну а пока здесь идут монолитные работы. В доме предусмотрены 3 парковки подземные. Сзади нас парковка номер 1 подземная. Выполнены работы по наружной стенной колонны. Еще одна крупная мечеть возводится в Ахматовском районе Грозного. Основные работы здесь уже завершены. Сейчас рабочие возводят минареты. Высота каждого 64 метра. По завершении работ святыня предстанет в белоснежном мраморе и сможет принять до 2500 человек. Еще одной жемчужиной, украшающей Грозный и всю республику, станет научно-просветительский комплекс имени видного религиозного деятеля шейха Дауда Хаджи Мусаева. Он включает в себя большую мечеть на 15 000 человек, раздельные помещения для мужчин и женщин, как для совершения молитвы, так и для обучения в медресе. Кроме того, появится библиотека со старинными трудами мусульманских ученых, в том числе на чеченском языке. Сейчас на участке трудится 25 специалистов. Идет завершение бетонных работ. Все расходы на строительство взял на себя региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Мухаммад Жамалуллайло, Арбит Чакаев, Ислам Али Султанов. Неделя. В английском городе мусульманская община приобрела масонский храм для будущей мечети, а в Малайзии будут наказывать за публичный прием пищи в Рамадан. Об этих и других новостях из мира мусульман расскажет Элиза Тасуева в рубрике «Умма». В английском городе Харрогейт мусульманская община приобрела масонский храм для будущей мечети. Выбор не случайен. Здание находится в самом центре города. В новой святыне будут проводить не только религиозные, но и общественные и благотворительные мероприятия. Имам мечети пообещал, что не намерен менять исторический облик здания и достраивать минарет. Хорошие новости получили мусульмане арктического региона Канады от властей своего города. Теперь посещать мечеть можно без препятствий. Ограничения на коллективные молитвы были связаны с распространением коронавирусной инфекции. Имам мечети отмечает важность собрания, особенно в этот священный месяц. Заместитель главного министра штата в Малайзии предупредил всех об административном наказании за неуважение к Рамадану. Чиновник отметил, что публичное употребление пищи в общественных местах будет караться штрафом в размере 1000 рингит, что составит 20 000 российских рублей. Данный закон не касается людей с хроническими заболеваниями.
Дорожно-транспортная полиция Абу-Даби решила креативно подойти к сокращению аварий на дорогах во время Рамадана. Как выяснилось, чем ближе время ифтара, тем количество дорожных происшествий заметно возрастает. Отныне на каждом светофоре будут раздавать еду. Такой подход, по их мнению, снизит количество катастроф. За 900 лет стены лондонского Тауэра в Англии не помнят такого скопления мусульман на ифтар. На разговение были приглашены люди всех слоев общества, вероисповеданий и возраста. Акцию поддержал фонд «Наследие НАС». Среди приглашенных гостей также был мэр Лондона и религиозные лидеры различных конфессий. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в наших социальных сетях. В 32 образцах колбасной продукции, ранее поставляемой в республику, обнаружили свинину. Товар реализовывали под знаком качества халял. Среди них известные марки колбас, такие как Каспийская, Кавказская и даже мусульманская и чеченская. В общем, название как на подбор. Что это, злая шутка производителей или коммерческий цинизм? Кто и как следит за тем, чтобы на наших столах появлялась лишь дозволенная еда, пусть и в магазинной упаковке? Об этом специальный репортаж Седы Хасиевой. Свежая говядина первым делом попадает на жиловку, этап переработки, в ходе которого мясо отделяют от мелких костей, хрящей и сухожилий, распределяют на виды сортов. Из этого цеха, собственно, и начинается путь самой популярной в республике аргунской колбасы. Жилка, высший сорт, второй сорт. С 8 часа мы начинаем работу. Работаем до 5 вечера. За день разделываем до 7 голов, иногда до 10 голов. Первый отдел цеха отвечает за отбор и сортировку мяса. В день сюда привозят почти 2 тонны сырья. После тщательного промывания его измельчают и делают фарш. Во второй отдел привозят сформированные колбасы, после чего их отправляют на термообработку. Далее готовую продукцию упаковывают и отправляют в склад. Комбинат заново начал функционировать с 2011 года. С того дня и по сегодняшний день медленными, но уверенными шагами мы повышали наши темпы производства, темпы работы, а также наш рынок сбыта. Ежегодно сюда приезжают представители комитета халяль Чеченской Республики. После их строгой проверки мясокомбинату выдается сертификат ровно на 1 год. Вся мясная продукция аргунского мясокомбината проходит экспертизу комитета по стандартам халяль. Далее она проверяется на соответствие санитарно-гигиеническим нормам. И только после строгих проверок она отправляется на продажу. Весь ассортимент мясокомбината можно увидеть на прилавках многих магазинов. По словам продавцов, продукция не остается долго на месте из-за высокого спроса. Это у нас продукция с Аргуна. Аргунский мясокомбинат производит, говяжью колбасу производит, мусульманскую, конскую. Также вареные у нас, сырокопченая продукция у них хорошо идет. Конина акбузат идет хорошо. И также сосиски очень вкусные. Короче, на несколько привозят раз в 2 дня у нас заканчивается продукция. Очень хорошо берут ее. Я довольно часто захожу, покупаю колбасу. Довольно часто вообще в этот магазин захожу, потому что это хорошая продукция. Эта колбаса действительно свежая, всегда бывает и вкусная. Однако не каждый колбасный продукт под маркой халяль является таковым. Об этом предупреждают специалисты Роспотребнадзора и ветеринарии. Из 32 проб, направленных в лабораторию по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Хаджи Кадырова, в 32 обнаружена свинина. Самое страшное, что состав этой колбасы, сами вот эти предприниматели, изготовители, они не отметили, что там свинины нету. То есть в составе не присутствует вообще ни свинина, ни ДНК свинина, ни жира свинины. Просто они пишут, как халяльные, выдают эту колбасу, но на самом деле, оказывается, там присутствует свинина. Материалы экспертизы уже направлены в надзорные органы, а специалисты призывают осторожно подходить к выбору мясных и колбасных изделий и отдавать предпочтение местным производителям. Седа Хасиева, Арбит Чакаев, Мовсар Даудов и Аслан Висхаев. Неделя. Рамадан – месяц богоугодных дел. Сотни волонтеров благотворительных организаций по всей республике объединила акция «Ифтар». Активисты раздают финики и воду тем, кто во время разговения остался в пути. Слово Селиме Батаевой. Финики, вода и добрые пожелания. Вот так каждый вечер волонтеры помогают тем, кто не успел провести ифтар дома.
Акция «Ифтар» от фонда Хейра проходит с 2014 года. Каждый вечер волонтеры выходят на дороги и раздают около 1500 бутылок воды с финиками. акция хунцая ой бошхул мохбала шилала лодала да мулаха боги делн хетамца акара на васталдо иза отснахана ген вучотагана гвата чогук дуиче марха дастана шеген давучхена сагатта дештик насица веш. Кроме Хейра, акцию проводят и другие благотворительные организации, например, фонд Деймох. Сегодня они работают вместе. Альхамдулилlah, по милости Аллаха, у нас в Чеченской Республике по нескольким районам проходит акция разговения для путников. И наши братья-волонтеры, альхамдулилlah, усердно работают. Мы работаем в нескольких направлениях. И сегодня одна из точек является это уже дороги, которые ведут также к сердцу Чечни, мечети. И, альхамдулилlah, здесь работают много братьев. Польза от этого для подрастающего поколения тоже пример, для того, чтобы мы показали, что мы сплоченная умма, альхамдулилlah, что мы друг друга помогаем. Проезжие, в свою очередь, благодарят волонтеров. Они желают им довольства Всевышнего и награды. Разговляться финиками – это сунна, ведь в хадисе посланника Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, говорится: когда кто-то разговляется, пусть разговляется финиками, ибо в них кроется баракат. Если он не найдет фиников, пусть разговляется водой, ибо она очищающая. Селима Батаева, Азан Идрисов, Аюб Шахидов. Неделя. Во всех крупных мечетях республики верующие молятся за скорейшее возвращение чеченских бойцов. В своих дуа мусульмане просят Всевышнего даровать им победу в борьбе с вооруженными нацистскими формированиями. Жители региона вместе совершают коллективный тахаджуд-намаз. В Грозном центром богослужения стала одна из крупнейших в Европе мечетей «Сердце Чечни». Оттуда наш следующий сюжет. С призыва руководителя департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хадижат Кадыровой собираться в центральной мечети прошел почти месяц. Однако людей с искренними намерениями помолиться за наших братьев становится все больше. Ситуация на Украине и большой вклад бойцов из Чеченской Республики в благородное дело по защите Родины сплотила весь народ. Люди в центральную мечеть приезжают с самых дальних уголков региона. Верующие заходят в мечеть и становятся в ровные ряды. Возглавляет коллективный тахаджуд-намаз муфти республики Сала Хаджи Межиев. Завершая, собравшиеся прочитали дуа и зикр, восхваляя Всевышнего и благословляя пророка. قام ساتر ديلي خوي خشلر قويتسو موسودا ما شواحين زعبيوش بوش بولير بولخ فزغلوش دالر مجلس شقوب ليل دوعنش دال جوب ليل هازو تعقايكش بول ويجري دال عالش بول مokش ماشيوت انتي بيرز бой дал колойлахсан дал алш бойлош дал мокш маш лил бойлохош. С каждым днем чеченские бойцы, чувствуя поддержку всего народа, показывают храбрость и мужество на поле боя. Они успешно выполняют свой долг по защите Родины. Мухаммад Жамалейл, Мусар Даудов, Ислам Али Султанов. Неделя. И на этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей!